Вот уже месяц жительницы поселка Хандыга приходят в районную библиотеку, чтобы пошить аптечные комплекты. Сначала они закупали материал на собственные средства и поставили задачу изготовить 50 аптечек. Затем инициативу мастериц поддержал штаб по оказанию помощи мобилизованным воинам. Теперь все вопросы решаются быстро и без проволочек. И если находится время для того, чтобы заниматься любимым делом, можно выкроить, значит, время для того, чтобы принести пользу людям. Например, я многодетная мама, и несмотря на то, что у меня 3 детей, младше всего 3 года, я хотя бы 2 часа в день могу выделить на то, чтобы сесть и хотя бы некоторые детали сшить. Сын Натальи Абросимовой, Александр, мобилизован был одним из первых. Она очень переживает за сына и делает все возможное, чтобы помочь ребятам, которые служат. Аптечки или теплые вещи – все это нужно солдатам. Тепло и забота через расстояние. Мы знаем, что какую-то частичку себя, влаживая в эту аптечку, мы знаем, пускай не нашему сыну лично прямо поможет это, да, кому-то другому парню, который также защищает Родину, стоит на рубежах нашей Родины, защищает нас, нашу Родину. И поэтому, конечно, для нас это очень подъем такой. В конце сентября в Тампонском районе создан штаб по оказанию помощи мобилизованным воинам. Организованный единый центр по сбору денежных средств, пункты сбора гуманитарной помощи для мобилизованных и жителей ЛНР и ДНР. Созданы группы поддержки. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район.